Tekst, Halletti joi. Ein Moment, ein Moment, ein Moment, ein Moment. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 12 сентября 2024 года, 16 часов 21 минута по Берлину, 17 часов 21 по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Стрим у нас, как обычно, в YouTube и в TikTok. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментариев, не ставьте лайков и не распространяйте. Все, кто не находится под юрисдикцией фашни, с усиленном режиме. Ну, вы все знаете и так. Итак. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Москва подвергнется атаке сверхмощными ракетами США». Давайте об этом и многом другом поговорим. Итак, Русня будет атакована, Русня будет пылать. Слава Богу, сейчас начнется освобождение России. Карл, абсолютно так, да. Россию, к большому сожалению, русских хоть и много, больше даже, чем украинцев, но, к большому сожалению, сами себя освободить они не могут, не в состоянии они, потому что нет у них этого просто-напросто. В силу разных обстоятельств, и в том числе по их вине, и не только по их вине. И да, будет освобождаться. Но перед тем, как начать свой стрим, я по традиции хочу рассказать, какие потери несут террористы, бандиты, в прямом смысле слова, вооруженные бандиты, боевики, которые ради наживы, ради денег готовы родную мать убить и поехали воевать в Украину. Ну, родную мать, наверное, они уже убили, там кто-то из тюрем кого-то вытаскивали и так далее, кто-то не успел убивать, но людей, которых они называли братьями, они пошли убивать. В том числе и русских, которые живут в Украине и которые, между прочим, сражаются и гибнут, сражаясь против вот этой империи, которая хочет их поработить. Ну, давайте сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 12 сентября 2024 года. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1270 боевиков, бандитов, 11 танков уничтожено, 17 боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 2 антиаэркрафт системы, 1 самолет, слава ЗСУ, 43 БПЛА, 93 автомобильной техники и цистерны и 2 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. Так, салам всем свободным людям, салам Аслан, салам Эд, салам, дорогой. Вот такие вот дела у нас тут. Так. Так. Когда нашла эфир? В смысле? Ой, Дюни. В смысле, когда нашла эфир? Валейкум ассалам. Аслане цун дружбанше. Валейкум салам.
дружбаны, да. Так. Ну, Москва, значит, Ласкштюко. Ну, все понятно. Обычно я предупреждаю, все понимают, что не нужно говорить, а если кто-то говорит, то значит все прекрасно понимают, что ты не опасаешься за свою безопасность и говоришь, откуда ты. Ну, понятно. Так, Карл Гранди, Аслан желает тебе всего хорошего. Спасибо большое, Карл. И я вам желаю всего хорошего. Всего самого наилучшего вам и вашей семье, вашим близким. КГБ, ФСБ, КГБ, Вахиан, Ах, все, понятно. Ну, дыжду, что душу, да. Он ночи херят, скорее всего. Амин, ночи мот, амин хербуа. Амма бойтешик тебя, да. Ну, понятно. Валейк салам, Шамиль. Скажите, Шамиль, пожалуйста, как интернет тянет, не тянет? Пожалуйста, Карл. Шамиль, скажи, пожалуйста, интернет зависает, нет? Ассаламу алейкум, Асан. Сегодня на чеченском? Нет, Алаш, сегодня на русском. Сегодня на русском. Я не указал разве там? Нет, не указал, но я там ничего не написал. Сейчас я это быстренько исправлю, чтобы... Нет, мне просто слов, букв не хватило, поэтому не написал. Ну, раз название на русском, значит все нормально. Значит, все поймут, что на русском. Так. Конечно, задавайте вопросы. Ну, про ислам я, чем смогу, я отвечу, конечно. Лучше, конечно, про ислам задавать вопрос каким-нибудь муллам, специалистам в этой области. Но я не такой специалист, но я как смогу, так отвечу. Такс. Удивительно, но пару дней интернет нормально. Супер. Авраам Железный спрашивает. Так, удивительно, но пару дней интернет нормально. Отлично. Сверхмощными ракетами это какими? А вы узнаете. Смеяться тут я не советую, потому что, уже бы пора перестать делать вид, что вам все равно, понимаете? Потому что когда и Курскую область освободили, когда уже и по Кремлю били дроном, и нефтебазы ваши все горят, нефтеперерабатывающие заводы горят, склады вооружений, там, просто уничтожаются вдоль и поперек. Я уже думаю, просто даже для самых таких отмороженных сейчас, даже не смешно. Ваши Z-патриоты, Z-блогеры все визжат о том, что все плохо, все пропало. А я вот смотрю, вы тут оптимист, Дион. Лидеры русских общин предостерегают своих русских о провокациях. Лидеры русских общин предостерегают своих русских о провокациях, организованных с Турцией и Францией. Не понял, а как это? Как это? Что-то я не понял. Так, гибня прямо, который о себе заявляет, ты идешь в бан. Так, есть ракет тактический, до 700, дальше уже Третья мировая. Авраам Железный, так вы же уже много говорили, что Третья мировая начнется, атомный удар вы нанесете, там красная линия, красная там суперлиния, супер красная линия. Что-то у вас, я не понимаю, слова расходятся с делами. Так вы же уже начните ее, атомную войну. Или, может, вы просто боитесь, Может, просто вам немножко страшновато, Может, в этом все дело. Третья мировая начнется, так пугают. Я раньше, когда был молодой, маленький, я думал, понт это чисто чеченская тема. Потому что, у нас в Грозном жили русские, но они не были понтливые. И все сел с деревень приезжали, и такие понты бывали. И я думал, среди молодежи, детей, я думал, это чисто чеченское изобретение, понт. Но когда я приехал в Питер,
я понял, что чеченцы вообще не понтливые. Когда я увидел русских, которые понтливые. И, знаете, вначале мне казалось, что ну, у нас, у чеченцев как? Ну, если ты говоришь что-то, ты сделаешь, что ты должен это делать. И особенно прилюдно, там, на драку, на смерть, там, на бой и так далее. Ну, когда приехал в Питер, я понял, что чеченцы это дети по сравнению. Детский понт это по сравнению. И знаете, мне кажется, почему в Санкт-Петербурге у вас белые ночи? Потому что у вас понт светится. Как-то так, друзья, как-то так. Поэтому не надо вот этих понтов, мы там это, мы там то. А ты не думал, что у Путина и Зеленского один хозяин? Авраам, это тоже излюбленная ваша русская традиция. Сперва вместе убивать, грабить, разносить в пух и прах со своим царьком, да, боготворить его, восхвалять. А потом, когда у вас все идет не по плану, да, и вам дают в пятак до крови, вот тогда вы начинаете говорить, что да, царь-то не настоящий, там, да это, да то. Ну, мы вас знаем, в отличие от вас. Нас вы не знаете. Поэтому мы знаем каждый, что вы скажете, что вы сделаете. То, что вы будете все взваливать на Путина, об этом мы уже давно уже говорили и знаем. И вас предупреждали не лезть в Украину. Призывали, объясняли. Ну, вы все поголовно как сошли с ума. Вам по телевизору вот начали говорить, и ваш бог Путин вам сказал, что вот Крым вернулся в родную гавань. И русский царь, собиратель Владимир, собиратель земель русских, который чеченских там дикарей там, очеловечил, вернул их в лоно, фашни там, третье, десятое. А что теперь случилось с Вовой? Вова, оказывается, работает на Америку, да? Так получается у вас теперь. Да? А я скажу вам, что ваш Вова, да, был согласован с американцами. Это моя позиция, мое мнение на этот счет. Я вам расскажу, как было. Я вам расскажу. Мне не жалко правду открывать, даже вот для таких, как ты. Понимаешь? Ваш Вова был согласован с Западом, с американцами, с англичанами. Тони Блэр прилетел в Санкт-Петербург, и вместе с Путиным они пошли на какой-то концерт, симфонию там и так далее, и так далее. И это было уже после взрывов домов в 99 году. Потом, когда уже война началась, Тони Блэр и Великобритания, все закрыли глаза, Соединенные Штаты закрыли глаза на геноцид чеченского народа, на тот самый народ, который поверил американской радио Свободе, Голосу Америки. И мы думали, что на Западе у нас здесь есть друзья, помощники, заступники, люди, которые держат свое слово и так далее, и так далее. Мы поверили в это. И мы давно бились за свою свободу, и появилось окно возможностей при развале Советского Союза. Соблюдя все юридические процедуры, мы вышли, создали свое государство, и Советский Союз распался. Мы избрали себе президент, парламент и зажили. Ваша КГБ, которая на протяжении 75 лет уничтожала всех, раскулачивала всех, у кого была какая-то собственность, все должно быть у государства, там третье, десятое. И 3 поколения, 75 лет, люди работали на этот совок, на это государство, не имея ничего собственности. При развале Советского, ваше КГБ, которое там на страже коммунизма, идеи Ленина, там Сталина, Энгельса, Маркса, там третьего, десятого. Все, короче, ну, идея есть, вы там великое супер государство, там, ну и мы входили в эту фашню КГБшную. А потом КГБшники сказали, так, ребят, давайте мы сделаем следующим образом. Мы сделаем следующим образом. Мы развалим Советский Союз, так как мы не можем конкурировать. Советская армия была так сильно накачана деньгами и оружием, что КГБ боялась армию свою и сдерживала. Эта армия, вот как ни парадоксально, это вот эта фашистская армия сдерживала еще более фашистскую КГБ. И Ельцин полетел в Америку,
развалился Советский Союз, это КГБшники сделали, ничего не произошло там спонтанно, все было запланировано, разойтись, чтобы сойтись. Везде в республиках советских оставили своих КГБшников. И вот в итоге Советский Союз развалили. Развалили, и Ельцин полетел в Америку, вскинул руки, стал на колени и сказал: Господи, благослови Америку. Мы вам отдадим химическое, биологическое, бактериологическое, любое оружие массового уничтожения. Главное, помогите нам. Американцы, конечно, обрадовались этому, пытались сохранить Советский Союз. Украинцев упрашивали, всех упрашивали, но КГБ было непоколебимо. И те стражники, ленинцы, защитники коммунизма были первыми, кто предал этот Советский Союз. Ваш народ, народонаселение, оно из себя ровным счетом, как общество, ничего не представляет. И общество тоже ничего не сделало. Были маленькая группа людей, которые хотели демократию, свободу, а остальные все как будто параллельно. Просто главное, где бы урвать, где бы заработать. Вот так было. Затем вам нужно было начать восстанавливать свою империю. Ельцину одобрили, сказали: давайте вместе будем нефть, газ качать, давайте условия свои. Вы же хотите с нами договариваться? Давайте. Фактически, знаешь, как дальше получается? КГБ, испугавшись своей армии, начала разваливать страну. Понимаешь? Чтобы эта армия не захватила эту страну, и они не оказались у власти. И все бы под суд пошли бы. Потому что это все преступники ваши, КГБшники. Затем произошло следующее. Вы начали восстанавливать свою империю и начали с нас. Ну, вы посчитали, что мы маленькая страна, там быстренько с нами справитесь. Назидание всем другим покажете, там, чеченов, как вы замочите и так далее, и так далее. Нам Америка, Запад, Англия, Европа информационно. И то вот столечко помогала, поддерживала. Нам этого было более чем достаточно. Мы не знали, что как Украину можно поддерживать. На самом деле, даже в фантазиях не было, что вот так можно поддерживать страну. Америка, Запад там, нас не поддерживали абсолютно. Мы рады, что нас, беженцев, здесь приняли. Представьте себе, украинцы даже абсолютно что здесь их принимают, им гостиницы 4-звездочные выделяют, там, у них там особым параграфом их там определяют. И при всем при этом украинцы недовольны здесь. А мы были просто рады, что мы сбежали из этого ада, и нам просто дали здесь возможность находиться. Огромное спасибо за это. В итоге немножко затянулась эта война, не получилось одним десантным полком, как говорил Павел Грачев, министр нападения фашистской России. Одним десантным полком за 2 часа не получилось. Затянулось на 20 лет. И Запад нас оставил наедине, он получил свои преференции от России. Россия делала все возможное, чтобы нас уничтожить, совершала военные преступления, геноцид, преступления против человечности. Запад все это закрывал глаза и говорил, что Россия вот-вот станет демократической. Ну, короче говоря, нам говорили: поживите в клетке, с медведем, как говорил Джохар Дудаев. С людоедом, медведем. Вот нужно нам в клетке побыть. Короче говоря, предал наш Запад нас. Наш Запад нас предал в тот раз. Посмотрим, что будет в этот раз. В этот раз, кстати говоря, я тоже не вижу ничего такого супер прочеченского. Не вижу, к большому сожалению. Затем затем был назначен Путин. Ельцину сказали передать это КГБ, и Запад согласовывали. Я так полагаю, Америка и Англия одабривала Путина на пост. И Путин назначили на пост. Вы все это знали. У вас база НАТО в Ульяновске находилась. Ваш Путин G7, G20. Везде вы там Буш, Клинтон, там в десна целовались, вы все братья навек были, вы здесь в Европу летали, вы здесь вербовали кого могли, подкупали кого могли, запугивали кого могли.
Короче, все было идеально для вас. А Запад понял, что он оказался в дураках. Да, вот эта политика, вот эти игры, заигрывания, как говорит Александр Сотник, заигрывание с одной субстанцией обязательно вызывает холеру. Вот у Запада получилась холера из-за того, что заигрывали вот с этим, вот с этой субстанцией. Затем уже Путин взорвал дома, его одобрили, как я уже сказал, все было нормально, все для вас было нормально. Для нас кровь, для нас геноцид, уничтожение всего народа, все как бы и так далее. Ну а у вас все нормально. Вы радовались, вы восхищались величием Путина, вы гордились им. Кстати говоря, тоже надо справедливости ради сказать, что все республики, находящиеся и на Кавказе, входящие в состав фашистской России, и страны советского, постсоветского государства, все принимали участие в геноциде чеченского народа, так или иначе. Украинские летчики бомбили Чеченскую республику Ичкерия. Украинские военные принимали участие. Самый известный русский террорист Буданов, Юрий Буданов, убийца, насильник, некрофил, был из Донецкой области. Ну вот, ну как-то так. Как-то так. С братьями вместе все это было. И сейчас, кстати говоря, у вас там есть хорошая пятая колонна в лице СБУ, в лице других там учреждений и лиц, имеющих признаки террористического. И связаны с террористической бандой ФСБ, бывшим КГБ. В итоге, еще в 2001 году ваш Патрушев заявил, что мы будем создавать неодворянство. Я помню все это. Я находился в Москве, в России. Я прекрасно помню, как вы неодворяне у вас появлялись, как у вас это такой закрытый клуб такой, там, получить грамоту, там, стать каким-нибудь дворянином, князем. Там. И сам парадокс заключается в том, что эти же КГБшники в 1917 году расстреливали тех настоящих дворян, которые были на России. 75 лет, народ, который они якобы хотели освободить от этого дворянства, эксплуатировали 3 поколения этот народ. И после этого вот эти все блага, которые заработал этот народ, ценой невероятных усилий, как рабы, реально как рабы, там, тюрьмы, БАМ как строили, вы все это знаете, заводы, все эти никели, микели там, и так далее, никельные заводы и все остальное, все в Советском Союзе построено нашими отцами, дедами и нашими там бабушками и дедушками, бабушками и мамами. В итоге КГБшники решили, что они неодворяне. Ваш Патрушев так и прямо и сказал, что ФСБ это неодворяне. А СБУ, видимо, тоже хотела быть неодворянами. И поэтому там у них война началась. То же самое в Грузии хотели быть неодворянами. Казахи хотели быть неодворянами. Белорусы хотели. Это все про КГБ речь. Это разные филиалы. КГБ УССР, КГБ БССР и так далее, и так далее. В итоге вы шли к тому, чтобы создать, ну, эти КГБшники шли, а вы-то так, вы холопы, как были холопами, так и все. Мы единственные чеченцы, у нас проблема, мы не хотим быть холопами. Вот за что вы нас убиваете на протяжении вот этой последних вот этих войн, всю вашу историю. Мы не хотим быть рабами, понимаете? Мы не кайфуем от рабства. Вам удобно быть рабами, мы не представляем это, вы даже не поймете, о чем я вам говорю. У нас разное просто понятие. У волка и у барана разное понятие свободы. Понимаете? Вот вы меня не поймете, как волк с бараном, когда будет разговаривать. Только человек, который имеет внутри себя вот это свободные вот это, ростки, он поймет меня. А вот тот раб, баран, он не поймет. В итоге вы начали войну против Грузии. Там в Грузии появились силы, которые были не согласны, как и мы, чеченцы. Они боролись, они гибли. Вы за это у них оккупировали землю. Вы за это их убивали. В Грузии тоже очень мощная такая КГБшная система еще со времен Сталина, Берия там, и так далее. И вот Грузию, ну кто сопротивляется, кого вы можете,
И вот дело подошло к Украине. Нужно создать, вот вы послушайте, Гиркина, тоже полковник ФСБ, как он говорит. Полковник ФСБ заявил, что создать неодворянство без Киевской Руси, и не только он это говорил, без Киевской Руси будет ненормально. Это из себя, это будет фейком, не настоящее будет это дворянство. Потому что настоящая история только исходит от Киевской Руси. Только у украинцев она есть. А вы же, если кто-то из вас и есть потомки вот этих украинцев, то не все, далеко не все. И вы должны были прийти в родную мать Киев городов русских, или там России, или украинских, скажем так. Это тоже вы все крадете, и я иногда могу повторять ваши эти нарративы. В итоге вы, вместо того, чтобы прийти к своим братьям старшим, вы их обозвали малороссами, обозвали их младшими братьями и решили, что вы их покорите. И будет так, как вы хотите, а не так, как есть реально. Для этого вам нужна была украинская история. Эта война, я утверждаю, ведется террористической бандой ФСБ и террористической бандой Министерства нападения фашистской России для того, чтобы завладеть историей Украины. Чтобы КГБшники и в Украине, и в России, и в Беларуси, и на всем постсоветском пространстве создали свою империю. Понимаете? И не только даже КГБ. Там есть еще и дальше есть и Германия в этом замешана, и Франция в этом замешана, и все остальные, и многие, и некоторые другие европейские страны. В итоге, как говорится, нашла коса на камень. И не получилось у вас взять за 3 дня Киев, не получилось, сели в лужу очередной раз. И вот теперь ты мне заявляешь, что Путин является такой же, как Зеленский. Да, может быть, является такой же, как Зеленский, по имени. Владимир их зовут. На этом, я думаю, расходятся. Хотя, может быть, оба служат или служили КГБ. Может быть, и это ты имел в виду. Короче говоря, вот такая вот краткое изложение. Я просто много раз рассказывал об этом, и, может быть, какие-то детали я сейчас упустил. И, вот как-то так. Я надеюсь, вам будет полезна эта информация, чтобы вы знали, как все это начинается. И теперь вы будете считать, что Путин – это американский засланец, он хотел уничтожить Россию, великую Россию, уничтожить, вот он заслан, 3-10. Нет. Да, согласованность была. И вот на этом все и заканчивается. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Я думаю, сейчас мы живем в историческое время. Наконец-то весь мир увидел истинное лицо фашистской Российской Федерации. И 90% имперцев, а имперцы без национальности, рабы системы фашистской Российской Федерации. Да, совершенно верно. И русские, я не имею в виду русских в Украине, русских украинцев, или украинских русских. Дело в том, что русские... Нет такой национальности. Да, сейчас сложилась такая нация, как русские и так далее, но по факту это искусственно созданная нация из разных народов. И в том числе из славянских народов, и в том числе и азиатских народов. Это все объединено в единый кулак. Поэтому, и когда я говорю про русских, я имею в виду политических русских. А политический русский – это имперец. Не может быть ни русский офицер, а это как бы защитники, это костяк русской нации, любые офицеры в любой стране, а в России в том числе, военные, ФСБшники, полицейские, там третьи, может полицейские там разные могут попадаться, но военный и ФСБшник, если он не имперец, не антисемит, не чеченофоб, то он предатель русского народа, то есть русского имперца, понимаете? И вот этого русист,
то он не русист получается, то он нормальный человек получается. А нормальным человеком там не место. Поэтому их выкидывают и увольняют. Поэтому я когда всегда говорю, имейте в виду, я имею в виду русских в политическом плане русских, я имею в виду. То есть русских имперцев. Русские не имперцы, это в русском обществе предатель. Фактически предатель. Поэтому к ним абсолютно такое же отношение, как к любому другому человеку и другому народу. В зависимости, как его позиция к чеченскому вопросу. У русских имперцев однозначно вопрос по чеченской теме. А если человек не имперец, если он относится нормально, вот я к нему тоже буду нормально относиться. Так, друзья, тут я смотрю, много тут этих. Я ограничения не поставил, поэтому они тут орудуют. Пишите. Все верно, я даже с потомками Николая был знаком. Да, Шамиль, а знаешь, что самое интересное? Это ведь не только в самой России было. Понимаете? Это ведь не только заговор одного КГБ. Здесь, на Западе, это все было. Понимаете? Да, костяк, головной центр находится на Лубянке, в Москве и так далее. Но ведь это же не только ограничивается. Здесь, в Европе это все было. Здесь у нас в Германии есть там, монархии там разные всякие. И они тоже вот сейчас под следствием находятся, там большой процесс идет. Но эти лица тоже хотели свергнуть власть, тут совершить какие-то там очень опасные действия для того, чтобы дестабилизировать обстановку Германии и прийти к власти. И там длинные уши, за ними торчат длинные уши ФСБ. Как-то так. Так, я смотрю, тут все тут разошлись такие там, друзья, давайте это, давайте то, давайте я вас сейчас отключу, потому что я не могу читать все комментарии. Из-за того, что вы мне тут спамите. И поэтому давайте вы немножко отдохнете. Кто отказывается от своей нации, тот становится русским. Ну, фактически да. Но еще есть уже, когда ты уже отказался от нации, стал русским, и потом у тебя уже одно поколение, второе поколение, третье поколение. И эти люди уже не знают, что их отец когда-то был татарином, украинцем, белорусом, там, армянином. Он уже этого не знает. И он тоже уже идентифицирует себя как русский. Альфа-Килой. Альфа-Килой. Så ногчи уац хуарду хо таджимал хуман эхи уалла. Эйш чуви ан американские флаги, американский интернет чувал адеш лега чу усал камелду. Дош дать ногчи чинга. Ну ха ногчи волчо тер дать. Валейк салам, Саид, машоль. А ты дудаевец, говорит, и мы вас всех шлепнем, и вас выдадут скоро. Ну, во-первых, ты сам себе противоречишь, понимаешь? Если меня шлепнут, то меня выдавать то не имеет смысла, правильно? Зачем вам мой труп? Во-вторых, если ты говоришь, нас скоро выдадут, не знаю, скоро выдадут нас или нет, но я знаю то, что вы уже своего Дурова уже выдали. Вы думаете, Дуров
случайно оказался здесь и сейчас спокойно гуляет по Парижу, вы дураки, вы даете себя обманывать. Смотрите канал реалити в YouTube или канал TikTok Аслана Арцую, и вы узнаете правду. Ваша страна уже проиграла. И только лишь из-за того, что сейчас нужно Путину сохранить свою власть, Путин держит вот эту всю свою банду вокруг себя. Использует вот этих вояк там за большие деньги, третье, десятое. Потому что если начнется, если он сейчас объявит мобилизацию, хотя мобилизация она идет, но тотальную полностью, то есть вероятность, что народ сбунтует, на местах люди не будут выполнять, кто обязан выполнять вот эту мобилизационную квоту, не будет выполнять, третье, десятое, и может получиться народный бунт. Этого Путин не хочет, поэтому пока еще держится. У вас все уже плохо, вы проиграли войну, россияне, вы уже проиграли, поэтому сейчас Путина хаете, там, третье, десятое, а вы не хаете Путина, не надо хаять, вы лучше выйдите и свергните его. Хотя его свергать тоже особо сейчас уже ума не надо. Свергать нужно КГБ СССР, ФСБ, Лубянку. Нужно рассекретить архивы, провести люстрацию, привлечь к уголовной ответственности всех террористов из ФСБ. И не допускать ни на одну государственную должность вот этих преступников. Вот тогда, может быть, как какое-то государство вы построите. А так, ну, слабо верится, что у вас что-то получится, друзья. Слабо верится. Ну, увы и ах, ничего не поделаешь, придется вам испить эту чашу сполна. Никто не виноват, все ваше зло, которое вы творили, оно возвращается к вам в ваши дома. Понимаете? И украинцы очень сильно мотивированы, и не только украинцы очень сильно мотивированы, понимаете? Очень сильно на вас весь мир разозлен. Весь мир вы настроили против себя. Вы всегда ведете войны, особенно, вот, ну, по крайней мере, которые я видел в моей жизни, которые совершала Фашня ваша. Вы ведете войны абсолютно без каких-либо ограничений, правил и так далее. Принцип победителя не судит, вы используете на полную катушку. Вы можете дать слово, вы можете вызвать на переговоры, как вы вызвали Аслана Масхадова, якобы на переговоры и убили. Ну, везде, всюду вы делаете подлость. Вы начинаете войну против кого-то, взорвав своих же граждан. В 1999 году ваш Патрушев, Путин и ФСБ взорвали свои же дома. Обвинили в этом нас и на нас напали. И уничтожаете всех, все живое. Вы договариваетесь с Чеченской Республикой, нарушаете эти договора. Короче говоря, вы делаете все, чтобы достичь успеха, победы. И в этот раз вы поступили так же. Мы никогда не нападем на Украину. Да зачем нам Украина? Да разве нам нужна Украина? Не нужна ничто. Мы это же братья, там, третье, десятое. Это наш народ. Мы говорим на одном языке. Это чуть-чуть оболваненные, обманутые украинцы. Кстати говоря, чуть-чуть в кавычках оболванить их дали мы, чеченцы. Мы дали Украине 20-30 лет времени, чтобы она вырастила свободное поколение. То есть, по-вашему, оболваненное поколение. То есть, не рабов, которые не знают вот эту советскую рабскую действительность. Вообще, напрочь не знают. Да, что-то осталось, может быть, но по большей части этого нет. И вот вы вот таким вот образом обманывали, лгали, что они ваши братья. Взяли Крым, проскочило нормально. Там Меркель, французский, кто там был тогда, они быстренько там помогли Украине разброд и шатания, Янукович сбежал, главарь СБУ сбежал, все знают куда, да, МВД сбежал, глава, ну там все просто. СБУ вообще просто, но это, СБУ это костяк вот этого всего, что войну зазвали в Украину. Понимаете? Украинцам это нужно знать, четко нужно определить. Конечно же, речь не обо всех СБУшниках, но костяк СБУ это те, кто ждали Россию внутри. И мы смотрим на Крым, все СБУ перешло на сторону России там, и так далее, и везде, и повсюду такая же ситуация. Проканало, пролезло, отлично! Военные, которые в Украине там собрались, там военные добровольцы, которые там Иловайский, Дебальцево, которые с вами,
с вами в боестолкновение вступали, вы им сказали, ну ладно, мы же братья, даю слово офицера, генерала, проходите, мы вам коридор даем, 3-10. Бам, расстрел, уничтожили. Другим коридор, помощь, все, договариваем, бам, уничтожили. Посмотрите пленных, каких вы отдаете Украине. Посмотрите, какие вам отдают украинцы и каких вы отдаете украинцам. Просто чтобы вы понимали, какие они для вас братья, как вы вообще по-людски, не по-людски относитесь. Представьте теперь, как к чеченцам они относились, если к своим братьям они так относятся. Так, на минуточку. Вся Чеченская республика была сплошным концлагерем. Весь мир это видел. Весь мир за этим наблюдал. Фиксировал. И говорил, ну, надо же, ну, там, это же внутреннее дело России. Совершить геноцид целого народа, это запомните это. Это внутреннее дело России. Понимаете? Можно совершать геноцид целого народа, потому что это внутреннее дело России. Вот чтобы вы понимали. А мы, которые поверили, что есть какое-то международное право, права человека, там взывали к этому, я до сих пор сижу, взываю. Ну, как мы видим, там Ахмед Закаев гуляет спокойно там по Украине. Все, кто работает на Кремль, собрались в России, в Украине. И все нормально, и на Западе принимают. Здесь блогеры все сидят, которые работают на ГРУ, на ФСБ, чеченоговорящие. И никаких проблем, вещают, YouTube канал их не запрещается ни в России, ни где-то, ни YouTube им монетизацию даже не убирает, никаких санкций не накладывает. В отличие от нашего канала, которые наложены санкции, там на территории фашистской России запрещен, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая вот интересная картина вырисовывается, понимаете? Вот такая вот вырисовывается картина. Ну, да ладно, давайте буду читать ваши комментарии и не буду долго говорить я. Так, давайте, где тут? Да, Собяк, точно. Русские имперские собирательные названия славяно-татарско-мордвинской солянки. Да, приблизительно так, чеченский сионист. Аслан, ты пропустил коммент СЦ о депутате Рады Соскине, который призывает бомбить Грозный и Махачкалу. Так, давайте посмотрим, где этот комментарий. Потому что тут много комментариев, которые... Нужен удар по Грозному. 100%. По Дагестану, по Махачкале, по Грозному. Удар по Грозному хорошими попаданиями приведет к тому и просто ультиматум ставить. Если не уберете свое дагестанцев, чеченцев и вообще Кавказ, украинской земли, и вообще продолжать участвовать, мы будем наносить постоянные удары по вашим городам. В том числе по гражданским объектам. Кавказцы удерут оттуда сразу после полной программы, потому что какой смысл им туда сидеть? Ну, это пишет Кавказ-центр, да, я так понимаю. Кавказ-центр это античеченское, турецкое, русскоязычное издание. И Маулади Удугов, человек, который призывал первыми напасть кафиров, потом собирал всех людей в Сирию отправить и так далее, и так далее. Поэтому ему верить это, ну, как бы ни в коем случае нельзя. Поэтому нужно другой источник информации, чтобы быть больше уверенным, правда это или нет. Так, то, что там, если реально, что если ударить по Грозному, то там отзовут войска. Но это нужно быть полным клиническим идиотом, чтобы такое заявлять. Потому что нужно бить по Москве и сказать, убирайте оттуда чеченцев и дагестанцев. Вот тогда Москва уберет. А если ударить по Москве, по Грозному, по Махачкале, это ничего не изменит. Ничего не изменит. Абсолютно. Наоборот, в Москве будут радоваться, наконец-то бьют не по нам. Самое интересное, вот сколько против нас воевало украинцев, мы никогда их не определяли их национальность. Украинцы были, белорусы были, дагестанцы были, ингуши были. Мы никогда их не отделяли по национальности. Ну, ингуши, дагестанцы, конечно, это более неприятно, когда это свои кавказцы делают.
ну, как бы для нас все были россиянами, русскими и так далее. Не знаю, ну КГБ, СБУ работает. СБУ пытается, ну, знаете, у меня есть видео, сейчас я вам покажу это видео, чтобы не быть голословным. Я его, по-моему, недавно выкладывал. Так, где это? Так. Сейчас, одну секунду. Вот оно, это видео. Сейчас. Вот послушайте, буквально 40 секунд, как Рамзан Кадыров предлагает использовать чеченский народ, чтобы помирить два братских украинских и русских народа. На секунду. И вот этот процесс вместе с запущенный КГБ, ФСБ и СБУ КГБ вот, начинает в действии. Вот это действие. Вот послушайте, что говорит агент ФСБ Рамзан Кадыров. Это наша война. Это мы должны в первую очередь, вот я считаю, что там должны быть мусульмане, чеченцы, и должны, даже, вот если посмотреть, что вот между украинскими и русскими народами вот, родственная связь больше, троюродные братья, чтобы они не портили друг другу отношения, третья сторона, миротворцы, вот, как раз, нас, чеченцев, там как раз и нужно было. И мы это должны, нас должны там использовать даже. Использовать там даже должны быть. Вот именно это и вот этот план. Конечно же, Рамзан Кадыров не говорит от себя. Рамзан Кадыров максимум может по-чеченски там что-то про чеченцев говорить. А говорить на такие вещи он может, фактически он получает пакет, конверт запечатанный, ему приносят его ФСОшники, ФСБшники, ему скрывают, читать он не умеет, ему зачитывают, и вот он потом на камеру эту идею, мысль передает, как уже может, своим словами, своим языком. И вот эта ситуация сейчас идет полным ходом. Пытаются чеченцев сделать крайними. И вот я пытаюсь этому препятствовать. К большому сожалению, у нас нет никаких спецслужб у чеченцев, которые бы что-то делали бы в этом направлении. И приходится вот мне, обычному правозащитнику, блогеру, заниматься вот этими вещами и призывать, напоминать, говорить там и так далее, и так далее. И да, сейчас готовится ситуация, когда ситуация будет переводиться, стрелки будут переводиться с чеченцев, с русских на чеченцев. Первое. Это для того, что русские всегда так делают, русская империя всегда так делает, когда она терпит поражение, вину за это она перекладывает на другие народы и так далее. Потому что Россия никогда не проигрывала войны, проигрывают все другие, а русские всегда только выигрывают. Потому что если она проигрывает, то это не она проигрывает просто. Вот это такой секрет успеха русских. И второе, в истории, в самой истории, украинцы тоже же уже 4 века, 3 века сражаются за свою свободу против вот этой империи. Украинцы всегда сражались от разных империй, в том числе вот этой русской империи, Российской империи. И сейчас, если признать победу украинцев над украинского воинства над русским воинством, навеки будет поставлена жирная точка тем, что империя имеет право на Украину. Все, это будет точка поставлена. Внутри самой Украины, если же будет победа не над Россией, русским империализмом, а над чеченами, да, то в таком случае внутри Украины те русские КГБшники, которые работают на Россию, они будут чувствовать себя не проигравшими. Соответственно, у них будут привилегии, и они потом в дальнейшем, сейчас они все патриоты, у них медали будут, война против, за то, что они воевали против России. Там левые, правые, там фейковые, там будут себе добывать эти медали, там это все отработано по Чечне, по Чеченской республике Ичкерия, я вам могу сказать, это уже отработанная методика.
И все сегодняшние руководители там, или там, на разных постах, на высоких постах в Чеченской Республике от российской власти лица, они носители медалей, там, честь нации, ну, самых высших там наград, там, Ямадаевы, они герои России и герои Ичкерии, и, короче, вот такие вот деятели. Вот там какой-нибудь Аваков, Антон Геращенко, ну, там всех Невзоровых, сейчас новую какую-то пропагандистку подтянули, какую-то с татарским именем, такая матерая такая пропагандистка была, ее сейчас подтягивают. Вот эти все КГБшники себя подтягивают, а украинцев задвигают, они там не нужны. А украинцам подкидывают, как нам, чеченцам, подкидывают вот эту идею там, ислама, радикальный ислам, там, мы мусульмане, третье, десятое. А украинцам подкидывают, что украинцы должны там за украинский язык бороться, там только язык очень главный. Самое главное это язык, это даже не обсуждается. Но переключать все только на язык и делать из этого такой фетиш, это отвлекать на негодный объект, внимание отвлекается. Поэтому вот такие вот вещи, они упорно навязывают. Так, давайте еще комментарий. Так. Давайте дальше. В поезде до интернет прерывается. Всех свободных приветствую. Асланбек, Машуоль, я тебя тоже приветствую. Соскин полуумный, поехавший старичок. Не стоит серьезно воспринимать то, что он несет. Да, Садуа, я просто не знаю, кто такой Соскин. Но я могу сказать, что там наносить удары там, по Чечне, по Дагестану, то, что они будут наноситься, я в этом не сомневаюсь, по факту. Потому что там находится один из самых главных, там, так называемый вот этот институт спецназа, база террористов, русских террористов, которые они на нашей территории разместили. И, конечно же, по ней будет нанесен удар, и по ней будет, и по Рамзану Кадырову будет нанесен удар, и по Абтиелаудинову будет, и так далее, и так далее. Это как бы произойдет. И может быть этим самым Соскин предупреждает, понимаете, что сейчас готовится, он получил какую-то информацию, и он сейчас об этом сейчас заявляет, и говорит, вот нужно по Чечне, по Дагестану бить. И все, и там в Чечне, в Дагестане, значит, по нам будут бить, подготовимся, и так далее, и так далее. Но говорить, что вывести войска, если ударить, это смешно просто. Потому что они не подчиняются ни Грозному, ни Махачкале, эти войска. Росгвардия, ФСБ, МВД, вооруженные силы, они все подчиняются Москве. Рамзан Кадыров только гауляйтер, только управляющий. Ничем он не располагает полномочиями, чтобы кого-то отзывать, кого-то возвращать, там, третье, десятое. И они думают, если они там уничтожат какой-нибудь там базу какую-нибудь, или там дворец Рамзана Кадырова, или Адама Демельханова, что от этого что-то изменится? Ничего не изменится. Вообще идиотизм. Так, война провалена для Путина, это точно. Украина очень достойно отстояла свои земли, продолжает отстаивать свою свободу. Да. Так, а Украина сдувается, 22 года был, ладно, сдувается. Украина сдувается, Запад загнивает, мы сейчас тут уже все замерзнем, причем летом, потому что вам так захотелось, и так далее, и так далее. Вам самим не смешно, вам не надоело этот бред нести. Ну, вы же вроде бы уже должны понять уже, даже ложь, даже пропаганда, она же должна какие-то рамки иметь. Вы же не можете фантазировать, как, например, там Северная Корея, которая там слетала на солнце, или победили в чемпионате мира по футболу, там, ну, нужно чуть-чуть в рамках хотя бы, чтобы чуть-чуть вам хоть кто-то поверил, хоть один человек поверил. Но нельзя же рассчитывать полностью на дебилов вот эту вашу пропаганду. Заметил такую тенденцию, что в Раисии разгоняются антимигрантская, антимусульманская волна. Чеченоговорящие халифатчики также подхватывают эту повестку и подыгрывают, ломают копии вокруг них этих никабов.
Абсолютно так, Садулла Гехинский, абсолютно. Вот эти религиозные халифатчики, малифатчики, вы обратите внимание, есть разные деятели, халифатчики, малифатчики там разные, которые сидят в Турции, 3-10, и их канал на России не запрещен. Меня, правозащитника, демократа, меня везде запрещают. Я враг там лютой ненавистью, меня ненавидят. А эти радикалисты, халифатчики, там, каратисты, их не запрещают. Более того, обратите внимание, есть один деятель, как же его зовут-то, под ником он, Нисо, что ли, у него там, ник как-то его называют, приглашает Хусейна Джамбетова, все собираются, и таким, он тот, Хусейн Джамбетов, такой вежливый, самый такой вежливый чеченец, который призывает к миру, к согласию, к объединению. А эти как будто так свысока смотрят, да вы что говорите, да вы то говорите, да ты там, ты предатель, ты муж. Он терпит, Хусейн Джамбетов терпит, короче, что бы ему ни говорили, он терпит. Ради объединения он, народ хочет он объединить. Но самое главное, вот эти, а там среди вот этих НИСО, там есть абсолютно 100% свободные независимые люди, которые под этой пропагандой находятся. Исламской, радикальной, вот этой всей пропагандой находятся. Они волну на эту стали и идут по ней. Но они не зависят, они не работают на русских. И этот, а тот, кто ведет, он работает. На русских, на турков, на кого угодно. Этот человек абсолютно не свободен. Абсолютно. Потому что приглашают, собирают, и все сидят, обсуждают, и уже как будто стирается грань между предателями и непредателями. Завтра нужно будет... Мы же чеченцы, мы же должны в мире друг с другом сосуществовать. Только я вам скажу одну вещь. Я работал правозащитником, адвокатом в России. И я знаю, что за убийство в России можно откупиться. Вот заплатите 10 тысяч, 100 тысяч, ну как, где, в каком месте, кто узнал, как дело далеко зашло там и так далее. Все зависит от этого, сумма зависит от этого, в каком регионе это все происходит. Но если ты находишься в чеченском сопротивлении и борешься за свободу своего народа, своего государства, то коррупция не работала в России. Коррупция. Я человек, который юрист, правозащитник, который занимался всегда чеченскими вопросами. Я знаю, что вопрос, связанный с чеченским партизаном, не рассматривался ни на каком уровне. Вообще никак. Тогда сейчас нам говорят, мы же чеченцы, мы должны примириться. Тогда вы мне ответьте, дорогие, когда вы истребляли нас, мы были чеченцами? Я все это наблюдал. Вы кого убивали, кого вы сажали, я все это видел. Фиксировал, наматывал, как говорится, на ус. Вы тогда относились к нам снисходительно? Вы нас жалели? Вы относились к нам по-человечески? Или по чеченским нашим законам? Или по человеческим, общечеловеческим в целом? И чеченский, и общечеловеческий. Это одно и то же. Было ли это? Не было. Именно поэтому я никого из вас к себе не подпускаю. Потому что я помню вашу принципиальность в этом вопросе. В том числе поэтому. Потому что если я не буду таким принципиальным, то другой посмотрит, скажет ту линию, ту грань, которую вы стираете. И я буду соучастником этого стирания. Поэтому я вас близко к себе не подпускаю. Так? Только я узнаю, что вы связаны с русней, все, до свидания. До свидания. Да, я наживаю себе лютых врагов. Но что поделаешь. Вы тоже себе весь чеченский народ нажили. И вот они теперь стирают вот эту грань. И сейчас вот эти разные деятели, которые в Турции собрались, там в других местах, объединяются, в том числе с дагестанцами, которые тоже очень мутные, объединяются и начинают мутить. Для них не проблема, что он россиянин, не проблема, что там ему Ичкерия, это не государство, не признает, тагут, кафиры, там бред свой несут. Это для них не проблема. Ну хорошо тогда, если для вас не проблема, тогда для нас тоже не будет проблемы. У вас вообще не признавать, никак, нигде, ни при каких обстоятельствах. Нет у вас для нас, понимаете? Пускай нас будет 30%, а вся остальная будет гибня, там, обманутые, третье, десятое, это нас не волнует. Нам достаточно этих 30%.
а нас больше, чем 30%. И много-много уже начали понимать, о чем мы говорим, о чем мы тут рассказываем, объясняем, доводим до людей. И сейчас, да, готовится конфликт. И эти халифатчики, так называемые, они готовятся за все это, не против России они воевали. Они в Сирии для России воевали, здесь в Европе всех собирали и отправляли туда, в Сирию. Они где угодно, Афганистан, у них все везде, у них братья, сейчас они против Израиля будут воевать там на словах. Вот эти пропагандисты, которые будут. Они готовятся, чтобы нас, нормальных чеченцев, демократов, ичкерийцев, вот нас они будут преследовать, они будут нас взрывать, находить какого-то оболваненного чувака, которого будет идти себя подрывать, убивать себя. И вот таким вот образом доводить ситуацию до у нас уже 100 тысяч нас уже подписчиков, да, я смотрю. Нормальная тема. Уже 100 тысяч. Поздравляю нас с этой цифрой, 100 тысяч подписчиков. И вот я хочу вам показать одну вещь очень интересную. Вот смотрите, статья такая есть, очень интересная. Она на инфопомойка есть такая, Кавказ Реалии. Кстати говоря, финансируется из американского бюджета. Инфопомойка Кавказ Реалии. Дело в том, что в Бельгии семью из мужа, жены и брата посадили. Абубакар С. его так здесь обозначили, получил 15 лет. Его жена, по-моему, получила 8 лет. Брат его отделался условным сроком, штрафом, по-моему, условным сроком. Дело в том, что, как сообщается, и у меня нет оснований не верить бельгийскому суду, и получается, что Абубакар сделал присягу Имарату Кавказ, исламскому государству. И здесь вот эта помойка, инфопомойка Кавказ Реалии, которая абсолютно античеченская и антидемократически чеченские. Они приглашают сюда разных там радикалов, фашню разную всяких, которые дискредитируют чеченцев. Нормально чеченских демократов, нормально чеченских людей они не приглашают в Кавказ Реалии. Им это не интересно. Так вот, здесь засветились такие деятели, как Джамбулат Сулейманов. Оказывается, как здесь утверждается, что вот Джамбулат Сулейманов является... И здесь такая фотография. Идет человек, сзади у него флаг Ичкерии. Правда, конечно, это ФСБшно-Закаевский, где не пятиконечная звезда, а девятиконечная на гербе нашем. И говорят, что связывают вот этих исламистов, связывают с Ичкерией. Представьте, вот инфопомойка Кавказ Реалии связывает это с Ичкерией, с нашей Ичкерией. Хотя этот Джамбулат Сулейманов и другие деятели не признавали до сих пор Ичкерию. Они изображение волка нельзя, в исламе запрещено изображение животных, поэтому герб не нужен, конституция это ничто, это нам ничего не нужно. Это все говорит вот Джамбулат Сулейманов. Это все известные факты. Это если тот, кто этот ролик снимал на Кавказ Реалии, прекрасно знает, кто такой Джамбулат Сулейманов. Джамбулат Сулейманов это тот человек, когда и Пригожин пошел на Ростов, он обратился к Пригожину, видимо, по наущению своих кураторов. Джамбулат Сулейманов обратился и сказал, что мы готовы, что он готов взять на себя ответственность за за регион Кавказ и провести референдум. То есть новую русскую власть он автоматически признал. У него проблемы только с путинской властью, у него и у его кураторов. И вот этого человека инфопомойка Кавказ Реалии связывает с Ичкерией. Я с этим не согласен. Этот человек не имеет никакого отношения к Ичкерии. Этот человек создает исламское государство. И вот этот террористы, вот эти исламские, которых осудили сейчас в Бельгии, вот эти люди фактически являются странным образом связаны, всегда бывают с такими людьми, как Джамбулат Сулейманов, или с другими ГРУшными или ФСБшными деятелями. Вот объясните мне, как так происходит, что вот эта инфопомойка, где работают там и чеченцы, она не знает, кто такой Джамбулат Сулейманов, она не знает, кто такие вот эти деятели. Это идет дискредитация. И дискредитация идет чеченского народа.
чеченского государства. Но мы тут есть, и мы не позволим безнаказанно или беспрепятственно дискредитировать нашу страну, потому что мы уже по горло сыты доверять разным там голосу Радио Свободе, Кавказу Реалии, там все уже, доверия вам нет уже, все, забудьте. Вы уже дискредитированы в чеченских глазах полностью. Так, давайте дальше идем. Валейкум салам, Сайман. Чеченцам респект. Кто оздоровится, хочет, изучайте живую. Так, понятно. Вот я хотел спросить, дальнобойные ракеты Украина может бить куда захотят? Ну да, по Москве будут бить. Ожидайте. Этой зимой будет мощно бить по Москве. Подготовка уже идет. Да, Максим, я думаю, до зимы это может произойти. Настоящий враг. Ладно. Так что тем нормальным чеченцам, которые не за Кадырова, обращаюсь, валите из Москвы на все 4 стороны. Да, ну, по крайней мере, нужно приготовить надежные бомбоубежища. Вчера читал статью на Кавказе, где говорилось о украинских пленных в Чечне. Журналист с удивлением спросил бывшего пленного, как так происходит, что чеченцы относятся к пленным лучше, чем русские. Да, зато заголовок такой был на Кавказе Реалии, что украинец находился в плену, его пытали, национальность не упоминается тех, кто пытал, и они ему говорили, мы передадим тебя в Чечню. Все, вот так заголовок означается. Чисто фашня, самая настоящая, уже помойка самая настоящая. Эссе, у меня к тебе тоже вопрос. Почему ты не пишешь комментарии у меня на стриме, когда мы здесь с Аядом проводим стримы? Ты очень толковый, хороший комментарий пишешь. С чем связано? Ты не признаешь наш президиум, не признаешь президиум правительства Чеченской Республики? Можешь ответить мне на этот вопрос? Такое ощущение, что если чеченец, то ты должен быть садистом. Другими словами, свои качества приписывают нам. Да, именно так. Хабат ичкерец. Буз хас амуле хундютис. Хатта дархвик. Хабат ичкерец. Буз хас амуле хундютис. Му со хубуасвик. Амуле хуй ичкери маиц буасвик. Сакита обочина. Хаттарам денира хубогдутиша. Кавказ, Африка финансируется на деньги американских налогоплательщиков и занимается дискредитацией сторонников независимой демократической Чеченской Республики Ичкерия. Да, совершенно верно. Абсолютно так. Абсолютно. Чеченцы, у нас нет друзей. Вот, кто появится, тот будет другом. Все. А остальное мы сами должны все сделать. Не верьте никому. Не доверяйте никому. Вот мое умозаключение вам. Эти арабы на все медиапространство топят за Рашу. Не все, конечно, в основном они империалисты такие же, по сути, своей. Да, арабы те же империалисты, абсолютно точно. Это поэтому они друзья русских всегда были советскими, самыми безбожными, самыми там врагами всего религиозного, которые создали свою сатанистскую религию, по которой сейчас до сих пор действуют. Вот они были друзьями арабов всегда, да.
Так. Да. Не пишите, откуда вы, друзья, потому что, ну, если вы, конечно, что-то хорошее мне пишете, то не пишите, откуда вы. А если плохое, то нормально. Тогда то вы в безопасности в России. Так, Россия, сила, работайте, братья. Так, печь разжигайте для... Так, ну, молодцы, сжигают, Россия, мощь. Ахмад, сила, Слен, работайте, брат. А ты какое отношение? Ты с юных лет жил в Москве и мечен. Горец. Я чеченец, я чеченец. И я за свою страну, за свою свободу своего народа. В смысле, где я жил с юных лет, я жил с 18 лет или с 19 лет я жил, не имеет значения. Так. Ахмад Стагять. Ясно. Приветствую, Джиджи. А что у нас? В Ютубе закончились комментарии, да? Мансур, вопросы. Маиц босс, Ичкерию. Как-то странное совпадение получается у вас. КГБ не нравится, что я про Ичкерию говорю. Вам не нравится, что я про Ичкерию говорю. Там почему у вас такие схожие вообще желания? Ну, ничего страшного, кто-то же должен вам правду сказать. Ну, что поделаешь, да. Придется говорить вам правду, какой бы она ни была некрасивой и неприятной. Очень интересно. Вчера, кстати говоря, в память, до сегодня 23-я годовщина теракта 11 сентября. И нужно напомнить, что и за этим терактом тоже стоят русские спецслужбы, в частности ФСБ и ГРУ. И об этом, это известный факт, и за это тоже придется ответить. Но это тоже, знаете, ну, я не знаю, как это. Это такая благодарность русских за то, что им помогли, поддержали. Они наказали, да? Наказали тех, кто помог. Нам тоже не нравится, что ты говоришь про Ичкерию и такие, как ты. Да мне вообще-то плевать, что тебе нравится, что тебе не нравится. Понимаешь? Потому что ты аноним, тебя нет, ты не существуешь. Ты какой-то фейк, да, в интернете. Мне нравится, мне не нравится. Кто-то же должен говорить. Пока ты фейк, где-то спрятался, кто-то работает на русских в виде псевдопатриотов. А я независимый, свободный человек. Говорю правду и только правду. И буду ее говорить. И вот 11 сентября 2001 года русские террористы при помощи своих арабских братьев совершили налет на Америку и совершили ужасные террористические акты. Выражаю соболезнования. Более 3000 погибло тогда человек. Выражаю соболезнования всем родным и близким погибших. Хоть и прошло уже 23 года, но трагедия была очень такая глобальная, такая мощная. И после этого последовали очень серьезные изменения, события во всем мире. Да? Те, у кого нету своей страны и некому бороться за нее, завидуют ичкерийцам. Да, возможно, да. Хочешь меня увидеть, Бог? Казбек, вы, знаешь, если ты был бы первый, который мне вот эти вещи говорил бы, я бы тогда, наверное, сказал, да, конечно, я хочу увидеть. Ну, ты же не приедешь, хочешь меня увидеть. Да, кому ты нужен? Приехать тебя в очередь, сукины дети, в очередь. А тебе бан. Хочешь меня увидеть, ты знаешь, как меня найти, идем.
Так. Башни сами взорвали. Конечно, русские взорвали. Грубо, резко, но справедливо. Вынужденно, протрек. Вынужденно. Тут они такие смелые, они мне угрожают. Я приеду, я тебе покажу. Третье, десятое. Я вот жду вас, жду. Нету никого, да. Ну, приедьте кто-нибудь, хотя бы кто-нибудь. Пожертвуйте своей шкурой хоть одного, да. Потому что я вам гарантирую, отсюда на своих ногах вы не уйдете. Ну, придите кто-нибудь, просто. Мне самому уже, да, не терпится. Вот волки сидят, да, ждут, да, кого бы порвать. Я все, не, ребята, это провокация, да, пусть придут. И вот тогда мы покажем, да. Горец, давай я тебя освобожу, да. Давай, приезжай, я тебя освобожу, Дион. Так. Ты сторонник США, который... Ты за Израиль? Сулеймана, страдающий манией величия, авантюрист. Возможно, Марина, возможно. Цуоцеич, Хаити есть 90% цеховиков занимается отвлечением внимания от главных событий, когда каждый день появляются люди и вынуждают отправляться на убой в Украину. Да, Садула, абсолютно, совершенно верно. Ты абсолютно прав. Так, это мой вопрос Мансуру, ясно. Как ты думаешь, правда за суннитами или за шиитами? Я намаз не читаю, книжку кое-какие, я сделал вывод, что правда за, говорит Аллах, за шиитами. Аллах, у каждого своя правда. У каждого своя правда. Понимаешь? У шиитов своя, у суннитов своя, у христиан, там, католиков, православных, столько. И я суннит. И как ты представляешь, задаешь мне вопрос, и как ты представляешь, я должен сказать, правда за шиитами? Только если я скажу правда за шиитами, то я должен быть шиит. Понимаешь? Твой вопрос, он немножко какой-то либо провокационный, либо детский, не могу понять. Аслан, ладно, постараюсь разъяснить свой вопрос на понятном тебе русском. Может, ты просто бы без подколов начал бы спрашивать, и я, возможно, ответил бы тебе на вопрос, да? И даже читать даже не буду твой вопрос. Так, он вообще далек от религии походу. Походу, знаешь, одна бабушка говорит, там, кто-то ей, вот такие говорят, там, типа, про религию, там, 3-10, она говорит, видео такое гуляет, она говорит, пока вы газетой пользовались, тот хайлэмас деш, инду, шайдел деш, твой дин цадыч, шун дин хую хали, шун дин доузари, ашар гурт бюцарбацар, шун дин цадойз, киде шун дин цадойз, шу образование, я шу киетам бац, дуку хумантя. Сундела, мадициш твойгиш, дук даш. Понимаете? Вот, не с Бога. Так, Мансур, Асман, на всякий случай бантух, потому что я так понимаю, тебе давно ты здесь подписан и общаешься. На понятном тебе языке я тебе бан, хорошо? Пропагандистская Маргарита Симонян вслед за Путиным поехала в Беслан слезы лить. Кстати, с сюжета трагедии в Беслане начиналась ее карьера. Абсолютно так, Гаджубей. И также, знаешь, начиналась карьера Пескова. Точно так же начиналась. Точно так же. Так. Так. Победа уже за нами, говорит Ахмад Силас.
Конечно, за вами. Ахмад Силас уже в Курске, уже победа ваша. Уже Курск победили, скоро Брянск, потом дальше, Тверская, Московская область. Ну, конечно, верьте. Знаете, когда в начале, когда вы поднимаете дух, у вас один там пропагандист на телевидении очень правильную вещь сказал. Одно дело поднимать дух, не было, чтобы упаднических, пораженческих настроений. Это очень важно. Во время войны это все понятно, вы поддерживаете. Но когда откровенно уже полностью вы в пух и прах разнесены, и дальше продолжать говорить, что мы побеждаем, мы вперед, там, и не говорить, не смотреть на реальность, не смотреть открытыми глазами на то, что происходит, прямо, честно, это во вред вы себе делаете, понимаете? Вы продолжаете в том же духе, но просто вы должны понимать, что ну, это глупо просто, очень глупо, да? Ассаламу алейкум, бусал бнаре бо око. Бусал на бочак, мы ханглуш дуаки, салам. Бусал бнаре, ассаламу алейкум, бо куда тиеша. Бусал бола, ва алейкум ассалам, алхабитер ду ассалам. Бусал бола, сунца, оуа, сайштая, умшмалил дуеш. Вистрил меги кучу. Ну, цамегон, вистрил мегшдац. Как относится к черкесам? Отлично отношусь к черкесам. Как я могу к своим братьям относиться? Бусал бнари, даларду. Бусал бна бац, кучуабеш, чувеч, нохчи матла. Ассаламу алейкум, аж бусал бнари, билу что и хундол, я не могу понять. Что чо бусал бубок дуай, дуй. Что урчал, массарел чо бусал бнак, со бубок дуа, дуй. Бусал бнари лоас. А кахангло что? Кахангло что? Бусал бнари би. Бусал бхиларах. Массу, мабац. Ну, понятно, ну, ассаламу алейкум, бусал бнари, абошаш, нохчи матла моя сдоя, иду со цакичу, сис хикар, бусал бхиларам, сила ду, хазду, дигду, но из массана сизун хью, ходяхар вуцдел, бонус, он хайнди узи, юаз маула, астау маула, да, юаз делшо. Хаваск, что это, язык найдем, дион. Eens hapitan der schwo vor am Borschweg. Hitchövi an jukte bagu bizboa. It's kuchwa vor am Borschweg. It's unaden jukte yukuchwa iagu yizboa. Hinza künga bizmozglu boa. Pitan der schwo. Zundela huna wa bantu. Megadui. Khalma yitla. Assalamu alaikum wa alaikum salam мабау. Аса хона нерва гуматсун. Дервац дик настроение ёж как раз дать. Ночи муатбич Аллах сиди кич набу асан. Ну бу хасун, сайна бойсун абич беш. Таха итсаал чама долис. Иш дель салам аюцер долш бац койгер. И все. Потому что тут не только мусульмане сидят, потому что тут не только мусульмане сидят. Ну ладно, все, ладно, надо лишь цакичу возбочно. Во баня дикро, во итар койдала. Говорит, у боасюк, мэри вак амел дешо, уди боасюк, она мучо юцасюк. А вала дела. Дешевый цау халути, мадюцкаш, и дюцкаш. Он отдал хумам цаэлла сасан. Отдал босс, просто я хочу понять логики, сун гинахат чуа, видеош, гинасуна, сайфула. Цунде я хочу понять логику. Постоянно, аршадега, мой муду хайшун, протестант улша, дин дух керс дин. Из-за католической церкви юqil эрдал дин дуис, потому что католическая церковь полностью айдлан карахилла, цари карахилла, короли. И
И на грейсцах иллацун. Це лілія штолгуман, потому что дельц долгуми, цариц дол штолгуми, цариц дол штолгуман ты точно цу католический церковь, инти Ватикана, вайн магара полностью, и папа римский полностью коррумпированный, чувак, да, Путин и КГБ, ну, да, ахч модель нация, халгавировался. И вот появились появились протестанты, течение ютига. Есть такое течение, протестанты. Они сказали, что мы не согласны с той трактовкой Библии, и мы объявляем себя протестантами. Мы протестуем от слова протест, Бог дует, протестантские религии. Например, ашлилештега, тоже протест, это понятно. У меня тоже этот протест есть, я тоже не согласен. Определенная степень совать протестант. Я имеется в виду не в религиозном смысле совать протестант, а в обычном смысле протестант Бога, протест Бог дуса. И я в этом смысле, хоть и не являюсь протестантом, не в религиозном, а вот в протестном смысле, но тоже у меня есть потребность к протесту. Я тоже не согласен с тем, что вытворяется вокруг нас в отношении чеченцев, в отношении мусульман. Многие вещи, с которыми я не согласен. И я могу понять, что вот ты сейчас везде подчеркиваешь, там, я мусульманин, ты провоцируешь таким образом человека. Ты хочешь показать, что если вы говорите, меня нет, вы нас уничтожили, вы нас убили, вы нас запугали. Это не так, мы есть, и я протестую Бога. Вот что ты практически, может быть, ты так, поэтому это говоришь. И я тебе предлагаю не идти на поводу этого, по поводу вот этого протестного настроения. Не идти на этом поводу. Корт использовать, хайхекл использовать, Европе ашмауя, ты знаешь немецкий, ты здесь можешь много чего сделать полезного. Если же ты будешь протестовать, протестуй по-другому, протестуй так, чтобы помогли тебе, твоему народу, тебе это помощь. Ты, наверное, не ради себя стараешься, а если ты для народа стараешься, попробуй привлечь сторонников на свою сторону. А не подчеркивать каждый раз собу, а суолхаем ищчарях, подчеркнутые мусульмане. Там, где нужно и не нужно, везде я мусульманин, я мусульманин. Ну хорошо, ты мусульманин, а тут появляешься где-нибудь, я христианин, кто-то тебе, я там иудей, я христианин, я там буддист, я там это, третий, десятый, было, цацбеш. Какое у тебя к нему будет отношение? Потому что ты исповедуешь другую религию. Для тебя это кажется, то, что он говорит и делает, это неправильно. Какое у тебя будет? Это отторжение у тебя будет. Ты вот таким образом, вместо того, чтобы сделать, показать свою религию нормальной, красивой, чтобы понравиться, и в первую очередь ты же как чеченец выступаешь. Ты же не выступаешь, что ты без национальности. Везде подчеркиваешь, 100%, почти все так я чеченец, я там чеченец, третье, десятое мы говорим. И вот таким вот образом, вместо того, чтобы помогать чеченцам, ты наоборот отвергаешь алгерцу. Вот иду ас Бог. Киты шо? Отцом нашу киты, духу ухдалур душик. А Хусан вега, окуманц бала больш, сагаттеш, окчу уал, хайн рискияш, хайн эрчан проблем, кирам больш. Хум довол веллага, на вес золото ушел каждый. Но шу пока тойц дац, шу шайхомц дац, шу протестант жду, протест я душу. Рейз, доказать, то ду бусал, что дух дагаш. И цабагарху, дош массазол. Потому что это мы считаем, я считаю, это глупо, это не полезно, контрпродуктивно это сейчас делать. Сейчас вообще везде подчеркиваю. Потому что в нашей стране будут жить евреи, русские, украинцы, армяне, все будут жить. И у тебя, и у них, как здесь в Германии, будут равные права. Ты не сможешь обидеть никого. И тебе это будет безнаказанно. И они не смогут обижать никого, и для них это будет безнаказанно. Ишт био Германия, ашмау, он гамагу хуза, хайн лу агдица дюч лил шва. Хоча канал хадуэлит дица дючит, делался ой. Нохчичва, Россия. Цахум, цатоуштек. Инц хуза айо дюцек, Россия ой дицел.
Они могли бы вот так запретить и тебе, и мне вещать здесь. Понимаешь? И депортировать могли, и застрелить могли, и током пытать могли бы, если бы они хотели этого. Они правовое государство. Им не нравится, что ты говоришь. Большая проблема сейчас исламский радикализм. Большая для Германии. Сейчас границы закрываются из-за исламских радикалов. Из-за вот этих вещей. И ты должен хай оман сагаттешвала, хай бусал дин сагаттешвала, хайн сагаттешвала. Ну, хайном в последнюю очередь, дура, допустим. Ты решил там принести пользу своему обществу, своему народу, там, аль-халил швалаха, то ты должен подумать, страна, которая приютила тебя, твоих родителей, всех нас, меня в том числе, которая нас лечит, кормит, содержит, ну, кто работает, кто не работает, там, не работает, содержит, там, третье, десятое, ты должен понимать, что ты договор подписал, или твои родители с немцами, что ты будешь соблюдать немецкие законы, правила, там, третье, десятое. И ты должен исходить из мозг моелла, от мозга ансяни уэля иза, окит виз. На сегодняшний день, когда огромная проблема для Германии представляют исламские радикалисты, при помощи русских спецслужб, понимаешь, не было у Германии проблем с исламскими радикалистами, радикалами. Вот до того, как Россия начала терпеть поражение. Да? Просто 1+1 сложим. В Германии было все нормально, никаких проблем. Да? Некоторые появлялись теракты. Но сейчас это стало угрозой номер один. Угрозой номер один это стало. Это говорит о чем? Это говорит о том, что за этими спецоперациями, терактами, проводящими вот этими разными исламистами, стоят русские спецслужбы. Потому что русские спецслужбы это те, кто создавали ИГИЛ, те, кто все это время поддерживали близкие отношения Хамас, Мамас и всякими другими террористами. Потому что они такие же, как и эти. И они используют наш ислам для достижения своих политических целей. И мы, как думающие люди, так как это наш ислам, нам важнее даже, чем немцам, которым это может принести теракт, убийство, там, зло. Мы, чеченцы, мы, мусульмане, должны думать о том, как наш ислам не дать использовать вот этим террористам и убийцам. Я надеюсь, когда вы начнете думать таким образом, вот тогда вы начнете приносить пользу своему народу, приносить пользу своей религии. Это наша религия. Вот посмотрите, мы там говорим про Израиль, там Хамас, там третье, десятое. То, что сразу же скажу, каждый раз приходится это говорить, хотя это по умолчанию даже не обсуждается, любые нарушение правил ведения обычая войны, которые совершаются любыми армиями, украинской, которую я поддерживаю всецело, Цахал, чеченской, любой армии, если они нарушаются, я это осуждаю. И по-другому это быть не может. Ну, давай вернемся, посмотрим, как эта ситуация развивается. Русские 70 лет дружили с арабами. Вот эти все Хамасы, Мамасы, третьи, десятые не являются мусульманскими защитниками. Они не являются мусульманскими муджахидами, то есть защитниками мусульман. Это являются симулякрами, это являются провокаторами, которые используют нашу религию против евреев. В данном случае против евреев, а в частности, в общем, это против Америки и Запада. Понимаешь? И мы должны говорить, что вы провокаторы и фашисты, а не защитники мусульман. Если бы они были бы защитниками мусульманами, на земле 400, по-моему, миллионов арабов. Есть арабская лига государств, там много-много разных. Они очень богатые, эти страны. Они могли бы нас завалить деньгами, оружием, деньгами и всем остальным, если бы они хотели. 400 миллионов арабов, из них 50 только, может быть, 100 у нас воевало. Половина из них, если не больше, одни граждане Великобритании, другие граждане других европейских стран.
или же дружных с Америкой и с Англией государств. Не было там никаких арабского мира, арабской помощи, третье, десятое. Поэтому мы никому не должны, так, на всякий случай, чтобы не забывали, что мы никому ничего не должны в этом мире. Цунделя, мы должны понимать, что нашу религию, наш ислам используют во вред для нас угоду политических там игр, разных там мерзавцев, подонков, отморозков, садистов и фашистов. Понимаете? Вот как выглядит вот вся эта ситуация, если начинать разбираться в этом во всем. Иштум дуар. Много можно на эту тему говорить. Давайте лучше я комментарий ваш почитаю. Здесь вот пишет, что немцы не хотят или опять исламизма в Германии. Те, кого они приютили, исламисты убивают немцев. Мусульмане молчат, никто из них не протестует против исламизма. Стелла, я протестую. У меня проблема с немецким языком, что вот как сейчас я на русском могу выйти и говорить, доказывать, отстаивать эту позицию. Я протестую, я записываю видео, я об этом говорю, вот молодежь пытаюсь объяснять. Получается объяснять, и взрослые, и молодые начинают немного соображать. Я им с другой стороны просто. Чеченца нельзя заставить как-то идти здесь. Ему нужно подать эту картину и сказать, смотри, обдумай, посмотри на это. И приходит, если он не там на крючке у КГБ, ГРУ, там, ФСБ, он все равно придет к этой мысли. Он поймет, это, что реально ведь так. Если ему факты показать, доказательства ему предоставить. Это во-первых. Во-вторых, за этими террористами, да, это под чужим флагом использует Россия, проводит террористические акты против Германии. Но я могу сказать, что за этим стоят русские спецслужбы. Используют исламистов, стоят русские спецслужбы. И дело в том, что это отчасти вина самой Германии. Отчасти вина самой Германии. Джохар Дудаев еще в 1994-1995 году сказал, если вы сегодня называете Чечня внутреннее дело России, то настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. И мы сегодня свидетели этого. Поэтому я не злорадствую, хотя, может быть, стоило бы мне злорадствовать, радоваться, хлопать в ладоши и так далее. Но я не такой человек. И сейчас не та ситуация. После того, как все это стабилизируется, я буду предъявлять. И немцам буду, и всем остальным буду говорить, в чем они виноваты. В чем они оставили нас один на один с этим людоедом. Но сегодняшняя ситуация, которая происходит в том числе в Германии, происходит по вине, в том числе немецких властей того периода, в который принимались разные Шрёдеры и все остальные деятели, которых мы знаем. Поэтому вот такая вот ситуация. Здесь, конечно, есть нормальные политики, но есть очень много связанных со Штази. Как-то так. Поэтому, и Стелла, опять же, я не отрицаю в том, что ты права в том, что ты пишешь. Ты абсолютно права. И в части, что у немцев убивают, и у них проблемы. И на нас, мусульманах, которые проживают в Германии и которые в соответствии с Конституцией основного закона ФРГ, основной закон ФРГ, где статья 4 гласит: свобода вероисповедания, свобода совести и свобода религиозных и мировоззренческих убеждений неприкосновенны. Гарантируется беспрепятственное исповедование религии. Никто не может быть против своей совести принужден к несению военной службы с оружием. Подробности регулируются федеральными законами. Это статья номер 4 основного закона. Это Конституция, главный закон Германии.
И я хочу сказать, что мы, чеченцы, в том числе, потому что всегда нас делают крайними, должны понимать, что мы должны создавать группы, создавать, не сидеть везде подчеркивать, я мусульманин, я мусульманин. Конечно, найдется немец, который оскорбит мусульман. Давайте ответим этому немцу, и давайте, и как раз то, что нужно русским и тем провокаторам, которые совершили теракт, вот все то же самое произойдет. То же самое касается Израиля. Евреи, которые очень, всю большую часть истории общались с мусульманами, контактировали с мусульманами, арабы, их двоюродные братья, прекрасно понимают, что ислам это просто прикрытие, это имперство арабского, этнонационализма и арабского империализма. Просто не могут они, чтобы евреи имели свое государство и стали сильными. Вот, не терпят они это. Потому что ими тоже заправляют, управляют и так далее. Так вот, евреев тоже натравливают. И может еврей что-то сказать. Хотя многие умные евреи понимают, что дело не в исламе. Дело не в исламе. Дело совсем в другом. Просто это прикрытие идет под видом ислама. Но когда еврей что-то скажет или немец что-то скажет на мусульман, а мы сразу ответим, то все. Ситуация КГБ удалась. Значит, у них получилось нас стравить. И мы, понимая это, должны отодвинуть праведный гнев, недовольство. Почему ты на всех мусульман наезжаешь? Причем здесь я? Я-то ни при чем, абсолютно. Понимаешь? Но понимая, что нас специально провоцируют, мы должны попробовать, наоборот, найти компромисс. Понимаете? Специально идет провокация для стравливания нас. И мы должны всячески делать так, чтобы мы объединились. Понимаете? Мы люди одного Писания. И Библия, и Тора признается Кораном. Все пророки, все посланники Божьи, которые были в иудаизме, в христианстве, все признаются мусульманами. Задумайтесь, в какой ситуации мы находимся. Понимаете? И каждый раз какая-нибудь власть там в арабском мире или в каком-нибудь русском мире приходит и начинает нас использовать и натравливать. И с той стороны тоже провокаторы. Вот сейчас в России начинается вот эта ситуация провокационная. Против мусульман, против чеченцев. Так вот, тот, кто будет выступать за мусульман и за чеченцев в России, он тоже их человек. Понимаете? И с этой стороны, кто выступает против мусульман, тоже КГБшный человек. А другие внизу, которые, они будут между собой лютой ненавистью, ненавидя, убивать друг друга. Понимаете? А процесс контролируемый, управляемый процесс получается. Вот как это работает. Вот как это делается. Так, валейкум салам, Осман Машвой. Я полностью согласен с тобой, Аслан. Спасибо, Сайман. Спасибо. Земли Палестины принадлежат евреям. Даже в Коране написано об этом. Смотри. Палестина – это территория, на которой жили и бедуины, и арабы, и евреи. И, конечно же, евреи там находятся тысячи лет. Конечно же, это их земля. Они имеют право на эту землю. И нам рассказывают, опять же, знаете, берется часть правды, она искажается чуть-чуть и добрасывается, что типа евреи пришли, их палестинцы приняли, арабы Палестины. На национальности Палестины вообще не существует палестинцы. Нет такой национальности. Это задумка КГБ придумана. Это арабы Палестины. Племена там, которые находились. И типа евреи вернулись в Палестину, арабы их приняли, и после этого евреи тут захватили, там 30 и так далее. Да, евреи приезжали после того, как они создали свое государство, они начали возвращаться, но нужно понимать, что евреи 1000 лет жили на этой земле, и оттуда их изгнали, их репрессировали, их убивали, и они вынуждены были разъехаться по всему миру, спасая свои жизни. И все 2000 лет они мечтали вернуться на свою землю. При всем при этом там оставались евреи.
на территории Палестины, Израиля нынешнего, там находились все время. И, конечно же, и в Коране об этом написано. Но несмотря на том, что в Коране написано, что там жили евреи, сегодня находятся люди, которые говорят, что туда пришли евреи, и палестинцы их приютили по доброте душевной. Мы видим, какая у них доброта душевная, если по-честному сказать. Сегодня мы как раз видим, какие они душевные. Вот когда они туда пришли, их типа приняли. Но это же отрицание очевидных фактов и отрицание Корана. В Коране и Израиль упоминается, и евреи упоминаются. Там много чего можно это говорить, можно уходить в эти споры, разговоры, но нужно понять одно. Нас пытаются использовать в своих политических целях разные страны, разные группы. Не будьте инструментом в руках этих групп. И это всех касается. И христиан это касается, и мусульман это касается, и иудеев, и всех остальных это касается. Не дайте себя использовать. Давайте будем людьми. Давайте находить точки соприкосновения. Поссориться мы можем в любой момент. Я вообще большой специалист в этой области. А вот найти точки соприкосновения, давайте искать эти точки соприкосновения. Евреи могут жить везде, но не могут захватить власть. Давай, Сайфулла, давай, пэлма бейцан, если бантуон. Захватить власть. Хомилу, захватить, ейта. Вот ты кто, чтобы говорить? Евреи могут захватить власть или не могут? Вообще ты кто? У тебя есть своя страна, ты свою страну освободил. Там евреи могут или не могут, ты указываешь. Вот ты вообще ты кто? Аласвик. Худуичвалла, тадуичляча, чувян. Еще давайте эти вещи. Есть, знаете, такие вещи, которые вы верите как в Бога. Вам эту программу заложили, вы в нее верите. Попробуйте посмотреть на это критически, со стороны посмотрите. Не думайте, что вы познали там истину, там для вас открылись там врата истины, и вы там все познали. Нет, дорогие мои, очень многого здесь, очень нужно съесть путь соли и прожить много-много лет, чтобы прийти к чему-то. Понимаете? Много-много нужно еще увидеть, чтобы понять, что происходит. Да? И благодаря тому, что мы, нахватавшись вершков информации, мы начинаем рассуждать, это очень сильно наносит вред. Ты не говоришь на арабском, ты не знаешь всей вот этой истории. И какую власть захватывают? Они же построили свое государство. Понимаешь? Ты многого не знаешь, и когда человек не знает, ты ему пытаешься объяснить, он начинает настаивать на своем, но это выглядит не очень убедительно, я тебе скажу. Аслан, Израиль принадлежит еврею, потому что когда после потопа пророка Нох отдавал земли своим сыновьям, то территория современного Израиля пророк отдал своему сыну Симу, от которого все евреи. Салман. Я абсолютно полностью с тобой согласен, Салман. Конечно же, Израиль принадлежит евреям. Это страна евреев, страна для евреев. Там живут не только евреи, но это уголок земли, где евреи должны себя, теоретически должны, когда война закончится, порядок наступит, мир наступит, чувствовать себя в безопасности. Конечно же, и вся проблема, связанная с арабами, в том, что арабы не дают евреям иметь свое государство. Евреи согласились на 22-е государство арабов Палестины. 22 уже есть, 23-е. Когда в 1947 году арабы напали на евреев. Вот и все. Это арабы Палестины были, многие арабы были против. Причем они, как большая часть мусульманской, или их не больше, но пророк Мухаммад, мир ему, был арабом. И оттуда они считаются главными мусульманами, да, получается так. Но при всем при этом нужно понимать, что именно эти арабы были против создания своего еврейского государства.
Вот у них 22 государства, а евреям нельзя одно государство. Так вот, я всем, кто против этого, я говорю, идите вслед за русским кораблем. Понимаете? Если вы не даете право создать свое государство, народу на своей земле, не на вашей арабской, а на своей земле, 1000 лет, где и в Коране про это говорится, и так далее, имели свою землю, так вот, вы тоже не имеете права на это государство. Я лично, Аслан Арцуев, вам отказываю в этом праве. Всем, кто так считает. Понимаете? Почему вы должны иметь государство, а кто-то не должен иметь. Вот и все. Это большие такие сложные игры, которые специально запутать нас создаются. Есть простая вещь, как истина, правда. Вот давайте придерживаться правды, и будет справедливость. Вы поддерживаете Америку. Я прошу помощи. Добрый вечер. Я прошу помощи. Так, Сайфулла, слушайте, не уважает. Кисвек, кучумауэлля. Качу уля, кисвек, камел мадила, да? До Израиля там англичане были, завоевывая весь арабский мир. Конечно, и именно Великобритания сделала так, что появилось должны были появиться два государства. Это все было подмандатная Британии, Британской империи, британской короне территория. Была Османская империя, ошибочно каким-то халифатом его называют. Нет, это была чисто турецкая империя, которая под видом ислама завоевывала другие территории. Арабы, которые потеряли свою империю, потому что османы оказались более ловкими, сильными, способными, более сплоченными, были очень обижены. При помощи британской короны, да, они помогали уничтожить Османскую империю. Никакой халифат, ничего, просто там занавеска была, ислам. Все, к исламу это не имело никакого отношения. Не может вообще ни один мусульманин, царь, вообще после этого, это не сатанизм, не фашизм, я не знаю, как по-другому это назвать. Когда царь становится, султан становится султаном, он убивает всех своих братьев и сестер. Самый большой грех – братоубийство. Да, мы все знаем историю про убийство Авина, Авин и Кавель убили, брата убил. И для того, чтобы стать королем, да, султаном, ты убиваешь всех своих братьев и сестер. Понимаете? О каком исламе там может идти речь? О каком божьем промысле там может быть речь, если там самое настоящее братоубийство происходит? Причем маленьких там, жен много, куча там нарожают, там куча жен, 500 детей, все 500 ты вырезаешь. Считалось очень человечным посадить его какую-нибудь в башню, и всю жизнь он просидел в башне, например. Так и делали многие, но вот, прикидываясь там помазанниками божьими, там 3-10, братья такое делают. И вот арабы решили взять реванш и разрушить халифат. Понимаете? И по помощи Британии, так называемый халифат. Ничего халифат. Почему говорят праведные халифы? 4 праведных халифа. Когда пророк Мухаммад или посланник Мухаммад, когда был, и после него 2-3 следующих, которых тоже убивали, кстати говоря, за то, что за власть боролись. Вот эти, и доживаются 4 праведных халифов. После этого не было праведных халифов. Забудьте, все, закончились. Халифы праведные, нормальные, ради людей. Все начали думать о себе, заботиться о себе. Понимаете, царь приходит к царю, он называется халифом, но он царь. И передает эту власть по наследству, там, и так далее, и так далее. Потом делятся между собой, дерутся, сражаются, убивают, и так далее, и так далее, и так далее. И у евреев появилось окно возможности после страшного геноцида, который совершили над ним нацисты, над ними. И не только, все помогали. Мы знаем историю, как еврейский корабль, пароход прибыл к берегам Америки,
И американцы развернули этот корабль, сказали, немецкие это были граждане Германии, что вам нет места здесь. Они были отправлены, и, по-моему, все или большая часть их было потом в концлагерях уничтожено. Мы знаем эту историю. И у евреев появилась возможность создать, такое окно возможностей, создать свое государство, чтобы была своя армия, свои спецслужбы, и они будут таким вот образом защищены. Любой здравомыслящий человек воспользовался бы этим случаем, хотя они понесли колоссальные потери, огромнейшие, 50% они потеряли. Мы потеряли в это же время, мы тогда потеряли тоже около 50, около 70% мы потеряли. Мы, чеченцы, потеряли от русских, на войне потеряли, и потом от русских потеряли. Евреев уничтожали нацисты, чеченцев ингушей и другие народы уничтожали русские, русисты. И вот евреи, и у них возможность такая. Англия, не знаю, с какой целью она отпустила территорию. Может, выдохлась, может, эта война как-то повлияла, может, другие какие-то возможности. Может, решила изменить структуру империи, и теперь она не открытая, а скрытая. Делается тоже много чего интересного. Поэтому у евреев появилось окно возможности создать свое государство. Они воспользовались им. Никого не убивали, никого не грабили, за деньги покупали землю. Ну давайте Аляску тоже вернем тогда русским. Они же за деньги ее продали. Незаконно, причем вообще за копейки продали Аляску. Которые там за год, что ли, потом 1000 раз уже, там, или 100 раз уже они нашли золото, и окупилась сразу эта Аляска. Давайте Аляску тоже вернем. Евреи выкупали земли, добивались третьего. А им сказали, знаете что, евреи, вас тоже нацисты сжигали в печах. Вот надо вас оставшихся тоже сжечь. А евреи не согласились с этим. Сказали, ну извините, мы как-то не хотим больше. Потерпели и хватит. Вот и все, что случилось. И вот с тех пор идет и вбили на поколение арабам и нам всем это русская пропаганда. Мы же получали из русских источников информацию, а они все были проарабские. И нам вбили эту информацию в голову, что евреи должны там не имеют права иметь государство, что евреи там плохие, евреи третьи, десятые и так далее. И у самом вот эти арабы Палестины, они тоже фактически жертвы. Их вот эти поколения, которые вырастаются, они что они знают? Им вот эта пропаганда, днем и ночью, Израиль, враг, Израиль не должен существовать. И он думает, самый большой пик его славы, удачи, успех его карьерный, социальный лифт, это обвязать себя взрывчаткой и идти взорвать там автобус с евреями. И этому нужно положить конец. Израиль должен иметь 100% гарантию своей безопасности, и он добьется этого. И добьется. И я надеюсь, мы, чеченцы, будем хорошими союзниками с Израилем, и мы будем делать сильные, могущие свои страны. Так, согласен на все 100. Благодарю, Салман. Интересно, а бывают евреи-мусульмане? Не знаю, наверное, бывают. Почему нет? Бог один, цари разные. Совершенно верно. Бог один, цари разные. Еще до начала гибридной стадии войны против Украины 2014 года в России разжигались межнациональные конфликты с выходцами из Кавказа, Центральной Азии. Постоянно деталилось это. Ну, тогда конкретно шел геноцид чеченского народа, и потом все это плавно переходило на кавказцев. Да, было дело. Палестинцы тоже евреи, только мусульмане. Ну, не знаю, это такие спорные моменты. Евреи даже согласились половину от своей половины отдать арабам. Но арабы захотели все. Отсюда и начался этот конфликт. Арабы хотели отдать всю еврейскую
арабы хотели отдать всю еврейскую землю. Да, да. И если честно, к своему стыду, мне просто не было никогда дела до этого. Я не изучал этот вопрос, не пытался влезть в это все. Да, есть где-то там Израиль, там есть где-то есть евреи, которые живут у нас в Грозном, никаких проблем с ними у нас не было. Есть евреи, которые живут в Москве, которые могут быть абсолютно чеченофобами, там люди некоторые притворяются евреями, там у него там 7-я вода на киселе, я там еврей, 3-е, 10-е. И у меня как-то, ну, да есть там, что-то там дерутся, ну, арабы, там, палестинцы, ну, да, мусульмане, ну, значит, это свои. У всех так складывается мнение. А когда ты начинаешь изучать вопрос, здесь совсем абсолютно не так. Евреи так же гонимы, как мы, так же преследуемы, как мы. И среди евреев тоже есть такие же кадыровцы, как и у нас они есть. И когда ты начинаешь изучать вопрос, то евреи абсолютно правы в своем споре, в своем конфликте. Опять же, чтобы потом не спекулировали на этом, я против чрезмерного применения силы, я против нарушения международного права, правил и обычаев ведения войны. Категорически это осуждаю, не согласен и так далее. Но кто начал 7 октября? Давайте делать так, чтобы Цахал вел свои действия боевые с соблюдением международного права. А то, чтобы вот там убивают палестинцев, да, убивают. Большая беда это, большая беда пришла. И к палестинцам она пришла благодаря русским, Ирану и Хамас. Вот кто привел эти бомбы, это зло, это разрушение им на головы. Вот это, давайте из этого исходить. Вот как нужно разбираться, а не так, что, друзья, это уже какая каша получается. Ты вроде бы против России, ты вроде бы за свою страну, за все это, ну почему-то ты за друзей русских. А как это так? Были бы они правы, если бы они были правы, они не были бы за русских. Вот за Россию, за империю, если коротко. На этом я свой стрим заканчиваю. Друзья, мы уже больше 2 часов уже в эфире получается. Арбошени Örsi Bizersen hiç okubüt nis du derak aş Putin elça leş bukuş. Шен hiç. Аудитиш. Арбошен о безраски. Это правда. Это правда. Евреи, арабы, потомки Авраама, Исхака, Исмаила. Да, да. Да, абсолютно так. Это двоюродные братья, это семиты. Как-то так. Друзья, давайте на этом закончим стрим. Возможно, я завтра попробую провести еще один стрим, а в субботу у нас будет стрим с Аядом Идиговым на платформе открытого диалога на чеченском языке. А завтра на русском я постараюсь сделать. На этом все. Всего самого хорошего. Адикюэль. Адикюэль Машой. Всего хорошего, друзья. Чачаев, один.